Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. До открытия зимника переправлять машины из Жатая в Техтюр сопровождение ледокола продолжат до конца ноября. Объект будущего. Идет активная подготовка к строительству парка будущих поколений, когда начнут основные работы. Настоящая музыкальная семья. Образцовый детский ансамбль «Ладушки» города Нерюнгри отмечает свое 20-летие. Перевозку автотранспорта через реку Лену по маршруту Жатай-Техтюр-Жатай будут вести до 30 ноября включительно. На линии работает состав из ледокола «Капитан Бородкин», буксира «Механик Курчатов» и баржи «Жатай-1». Погрузка начинается в 10:00 по якутскому времени, в 12:00 состав отправляется на Техтюр. За сутки проводят один круговой рейс. Морозы в Якутии крепчают с каждым днем. Сегодня в 10 наслегах Усть-Алданского района объявлен актированный день. Всего 695 учащихся перевели на дистанционное обучение. Абсолютный минимум зафиксировали в Кылаинском наслеге, минус 50 градусов. В селе дистанционное обучение организовано во всех классах. Что касается других населенных пунктов, в 2 селах минус 49, в 4 минус 48 и еще в 3 от минус 45 до минус 47. На сегодня, на 22 ноября, наблюдается похолодание в 10 наслегах нашего улуса. Зафиксированы температура наружная от минус 45 до 50 градусов. Минус 50 градусов зафиксировано в селе Кыллай. Там дети с 1 класса по 11 класс переведены на дистанционное обучение. Всего по улусу на сегодня 695 обучающихся переведены на дистанционное образование в связи с погодными условиями. И это не первый показатель низких температур в нашем улусе. Далее к эпидобстановке. Еще 275 человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки. Из них в Якутске 122. В Алданском районе 29 заболевших, в Мирнинском 18, в Нерюнгринском 17, в Хангаласском 13, в Мегино-Кангаласском 10, в Ленском, Намском, Нюрбинском и Сунтарском районах по 6 заражений. В Жиганском, Оленёкском и Усть-Алданском районах по 5, в остальных районах республики от 1 до 4 заболевших. Сегодня появились случаи, которые связаны с детской заболеваемостью, в связи с чем сегодня на настоящий момент делается упор на обязательное сохранение санитарно-эпидемиологических правил и их соблюдение в детских заведениях, в детских образовательных учреждениях. Необходимо обратить внимание, что особо напряженной остается обстановка в Алданском, Мирнинском и Нерюнгринском районах. Это промышленная группа районов, в которой сегодня достаточно большой уровень передвижения граждан, в связи с чем и слабо соблюдаются нормы, определенные указом главы республики. К сожалению, из сельских районов сегодня остается сложная обстановка в Хангаласском, Мегино-Кангаласском и Амгинском районе. В Амгинском районе также отмечается и низкий уровень вакцинации населения. К другим темам. 100 человек отправят на работу в компанию «Колмар» по проекту «На вахту-14». При этом обучение специалисты прошли благодаря нацпроекту «Демография». Основной костяк группы – люди до 35 лет. Сегодня перед отбытием курсантов в Нерюнгринский район с ними встретились премьер Андрей Тарасенко и вице-премьер Якутии Ольга Балабкина. Напомним, проект «На вахту-14» запущен весной этого года. Всего за период его действия трудоустроено порядка 400 человек. При этом, помимо этого проекта, в республике работают и другие программы, направленные на привлечение местных кадров в промышленность. Так, всего в этом году на промышленные объекты отправились более 1000 граждан. И в том числе, например, мы летом отправляли наших граждан за пределы Республики Саха-Якутия. Например, более 100 человек были направлены в Кавыктанское месторождение. Это Иркутская область. Тоже это очень хороший показатель. Когда мы, помните, год 5-10 назад говорили, в основном работают у нас приезжие. Сейчас, наоборот, картина меняется.
Сваи для основного здания парка будущих поколений начнут закладывать в феврале-марте следующего года. Об этом сообщил директор строительной организации подрядчика. А пока на стройплощадке расчищает участок земли от мусора и прежних деревянных конструкций, территорию полностью огородили. До февраля завезут строительные материалы. Как сообщил генеральный директор Целевого фонда будущих поколений Якутии Владимир Егоров, проект полностью профинансируют за счет компании «Алроса». Общая сумма – 1,5 миллиарда рублей. Это будет первое круглогодичное открытое пространство, учитывающее климатические особенности региона. Ну вот вы сегодня видите здесь такая довольно плоское пространство здесь, да? Но на самом деле здесь будет одно из таких самых интересных мест в Якутске. Здесь будет такой интересный рельеф, который будет защищать вот от улиц, которые проходят со всех 4 сторон вот эту территорию. И, соответственно, здесь будет множество разных таких локаций, где наши жители, горожане, дети могут здесь отдохнуть, да? Здесь, ну, во-первых, здесь будет очень много зелени. Так? Здесь порядка 5000 деревьев и кустарников предполагается засадить. Вот, в том числе деревья будут даже на вот этом нашем образовательном центре, на крыше вот этого молодежного центра. Так, на территории будут располагаться и пешеходные дорожки, велосипедные дорожки. Будет вот здесь хороший такой большой скейт-парк, где дети наконец могут на настоящих таких вот площадках показывать свое мастерство, да? Традиция проводить Дни регионов Дальнего Востока в Москве основана в 2017 году в деловой программе нынешнего года. Основной акцент сделан на мотивации молодежи к переезду в дальневосточный макрорегион. Лекцию о Дальнем Востоке посетила наш московский СОБКОР Туяра Константинова. Из Москвы на Дальний Восток теперь можно попасть буквально за 1 секунду. Передвижная интерактивная выставка, презентующая дальневосточный регион, будет работать в московских вузах до середины декабря. Регионы Дальнего Востока через новые технологии расскажут молодым специалистам о реальных вакансиях, социальных программах и своем туристическом потенциале. Мне очень понравилась интерактивная зона, где можно выбрать места путешествий, места работы, места учебы и, в принципе, узнать о насыщенности жизни на Дальнем Востоке, узнать о каждом регионе, о его характерных особенностях. Я еще ни разу не была на Дальнем Востоке, но мне очень хотелось бы теперь там побывать. Якутия представлена и на фотозоне с 3D-объектами наиболее узнаваемых брендов дальневосточных регионов. Республику символизирует якутский мамонт. По профессии я буду маркшейдером, горным инженером. Если меня пригласят в Якутию, я туда обязательно поеду. Узнал про мамонтенка, которого нашли в 2010 году ученые. Я думаю, что для студентов это очень важная выставка, и нам очень понравилось. Чтобы привлечь внимание к выставке, исследователи этнокультурного ландшафта Сахалина стали первооткрывателями нового формата – графического романа, стилизованного под азиатский стиль руманга. Я здесь представляю графический роман в азиатском стиле с элементами дополненной реальности. Через этот проект мы рассказываем об истории освоения Дальнего Востока и о том, как Геннадий Иванович Невельской совершил одно из последних географических открытий, доказав, что Сахалин – это остров, а Амур судоходен. По задумке организаторов, экспозицию, посвященную Дням Дальнего Востока в Москве, смогут увидеть студенты Российского университета транспорта, физико-технического и авиационного институтов, а также сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Туяра Константинова, Джур Березкин, Москва. А ежегодный фестиваль «Зима» начинается с Якутии в Якутске. Пройдет в этом году в онлайн-формате. В рамках фестиваля 1 декабря торжественно зажгут главную новогоднюю елку на площадях Ленина и Орджоникидзе. Кроме того, с 27 ноября по 2 декабря на площади Орджоникидзе в Ледовом парке «Северное сияние» проведут конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии» среди известных и начинающих скульпторов. На гастрономическом фестивале «Вкус Якутии» ведущие рестораны столицы представят блюда якутской национальной кухни в современной подаче. Планируют провести традиционную подледную рыбалку «Мунха» в Хангаласском районе. И это лишь малая часть мероприятий. Все они пройдут в онлайн-формате.
Образцовый детский ансамбль «Ладушки» города Нерюнгри отмечает свое 20-летие. С первых дней участники начали знакомиться с русским народным творчеством, традициями, обрядами предков, музыкальными инструментами. В гостях у настоящей музыкальной семьи побывала Ирина Кичигина. Сегодня в репертуаре коллектива народные песни, стилизация, эстрадные и современные песни. Коллектив с большим удовольствием занимается саморазвитием, придумывает интересные концертные программы, привлекая новые таланты и максимально принимает участие в различных городских мероприятиях, благотворительных концертах и программах. Победители российских и международных конкурсов и фестивалей достойно представляют Нерюнгри за пределами республики. Несмотря на очень сложное время, мы, конечно же, продолжаем нашу работу, репетиции и стараемся принимать участие во всех мероприятиях, каких только можно. Конечно же, у нас есть новые идеи, новые задумки, и для этого нам нужны, мы ищем новые таланты, и, пользуясь случаем, мы хотим пригласить в наш коллектив новых участников для наших новых идей. Первый руководитель ансамбля – Лада Скрипникова. С ней дети начали учиться петь, танцевать и улыбаться, чтобы уже с первых шагов на сцене маленьких артистов полюбили нерюнгринские зрители. С ноября 2012 года у коллектива поменялся руководитель, и «Ладушки» возглавила Марина Трубникова, прекрасный вокалист и музыкант. В сентябре 2015 года образован коллектив «Спутник» вокальный ансамбль «Маринад». В этом коллективе занимаются дети в возрасте 12-18 лет. В коллективе ребята не просто слились, но и стали друг другу второй семьей. Для нас коллектив стал почти второй семьей. Мы все сплотились и стали как-то близкими, когда приходим как, к своим уже, как к родным. И мне нравится, когда мы в основном садимся всем коллективом и повторяем все песни, которые у нас были. Самое интересное происходит в гримерке. Ну, наверное, самое интересное — это когда мы учим какие-то песни, происходит веселье какое-то. Больше всего запомнилась, наверное, поездка в Сочи на фестиваль. Звание образцового ансамбль получил в 2010 году. Удивительная работоспособность, позитивный настрой и музыкальная многогранность привлекает и взрослых исполнителей, благодаря чему у детей появляется опыт работы в тандеме. Образцовый детский ансамбль «Ладушки» и вокальный ансамбль «Маринад» всегда ждут своих зрителей на всех площадках города и района. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.